обозначен как роман «Историческая реставрация». Сам наш роман, он посвящен еще и многим Великой Отечественной войны. В Душанбе на фронт ушло свыше, прежде всего, это, конечно, судьба такого, отсюда ушла первая полнокровная 20-я горно-кавалерийская дивизия. Вот это очень мощное соединение. Наш Таджикистан был от полного. Луча света бродит по проспектам города. Улицы проснулись, солнцу улыбнулись молодо. Я шепчу как другу: здравствуй, с добрым утром, город мой. Как красив и наряден ты в окружении снежных гор. Тут где-то на земле редкой красоты есть города. Но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда. Они этого сейчас понимают. Старинабадская симфония преследовала целью как бы из пазлов, из кусочков, из элементов создать общую картину жизни Старинабада с 1936 по 60-е годы. Вот по началу 60-х годов, когда страна лишилась в то время своего кумира, по-настоящему, вот если вы обращали внимание на фотографиях, люди все стояли на площади, плакали, когда страна прощалась со Сталиным. Но вот этот период, когда Душанбе был Старинабадом, это был очень яркий период в его жизни. В этот период здесь жили, он получил такую как бы пассионарный толчок от общения с русской культурой, от общения с другими культурами, других народов, потому что здесь был действительно многоликий, многоязыкий Вавилон, культура которого сплавлялась в едином тигле, в одно нечто целое, в какой-то такой огромный красивый алмаз, который долго еще светил в Душанбе. И после, значит, когда он стал уже Душанбе, он составлял основу его культуры. Вот этот алмаз, который сложился тогда, когда город еще был Старинабадом.